инженерно-технический факультет отмечает свой 45-летний юбилей. Факультет преодолел большой и славный путь в своем развитии. 23 февраля 1974 года в связи с огромной потребностью высококвалифицированных инженерных кадров в организациях и предприятиях республики был открыт Кызыльский филиал Красноярского политехнического института. Директором стал кандидат технических наук Доржу Базарович Бузуров. Понимая невозможность развития филиала без материально-технической базы, как директор он занимался в первую очередь вопросами ее создания, принимал кардинальные решения. На сегодняшний день деканом инженерно-технического факультета является кандидат технических наук, доцент Салдыс Мангуш, выпускник факультета 1999 года. В настоящее время коллектив факультета трудится и обучает студентов в новом учебно-лабораторном корпусе с современной материально-технической базой, а также с плавательным бассейном. Всего факультет имеет 5 кафедр и 3 научно-производственные лаборатории: промышленно-гражданское строительство, общие инженерные дисциплины, городское хозяйство, транспортно-технологические средства и горное дело. Кафедра ПГС в данный момент является основным поставщиком ученых-преподавателей инженерно-технического факультета ТОГУ. Более 20 выпускников специальности ПГС, защитив кандидатских диссертаций, стали ведущими преподавателями других кафедр. Некоторые из них стали заведовать кафедрами и деканами факультетов. Первым доктором технических наук из числа выпускников политеха является выпускник специальности ПГС 1980 года Карасал Борис Камбуелович, защитивший в 2007 году докторскую диссертацию. С 1989 года и по настоящее время кафедрой ПГС заведует выпускник кафедры, доцент технических наук, профессор Карасал Борис Камбуелович. В настоящее время в составе кафедры работает 8 преподавателей, из них 1 доктор наук и 4 кандидат наук. Кафедра ПГС является выпускающей кафедрой по направлению подготовки бакалавриата строительства по программам магистратуры технологии производства строительных материалов и конструкций. Также при кафедре ведется подготовка кадров высшей квалификации, аспирантуры по программе строительные материалы и изделия. Материально-техническая база кафедры создана в соответствии с реализацией учебных программ. Лабораторные занятия ведутся в специальных лабораториях, оснащенных современными учебными приборами. Кафедра имеет собственный компьютерный класс на 12 мест с выходом в интернет. Преподаватели кафедры ПГС успешно занимаются научно-исследовательской работой. Для качественного и эффективного выполнения научно-исследовательской работы при кафедре в 2010 году создан научно-производственный центр «Силикат», в структуре которого работает 3 подразделения: научно-испытательная лаборатория, проектное бюро, производственный цех. Результаты научных разработок кафедры публикуются в ведущих российских научных изданиях, таких как «Строительные материалы», «Стекло и керамика» и другие. В перспективном плане кафедрой ПГС планируется открытие направления подготовки магистров по профилю производства строительных материалов, изделий и конструкций. Кафедра общей инженерной дисциплины – одна из старейших кафедр инженерно-технического факультета, которая ведет свою историю с 1976 года. Создателем и первым руководителем кафедры был кандидат технических наук, доцент Бузуров Доржу Базарович. С 2010 года по настоящее время заведующей кафедрой работает Косыляк Алена Свечаевна, которая вносит свою лепту в развитие кафедры. Первое поколение сотрудников кафедры ОИД состояло из выдающихся педагогов и ученых: Владимир Потолицын, Сергей Пивоваров, Владимир Миновщиков, Генрих Эпп, Евгений Мартынов, Валентина Стрикина, Лариса Коваленко, Раиса Долотова, Светлана Юрченко, Мада Рондар, Зоя Доржу и другие. В настоящее время кафедра общей инженерной дисциплины обслуживает все направления подготовки инженерно-технического факультета. На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели, в их числе кандидаты наук, доценты и старшие преподаватели. С 2013 года на базе кафедры открыто новое направление подготовки – электроэнергетика и электротехника для энергетических предприятий республики. На сегодняшний день в соответствии с направлением подготовки созданы новые лаборатории: электрические машины и электропривод, электротехника и силовая электроника. С 2018 года на базе кафедры ОИД открылось еще одно перспективное направление подготовки – теплоэнергетика и теплотехника, профиль промышленная теплоэнергетика. Преподаватели кафедры успешно занимаются научно-исследовательской деятельностью. В связи с этим на базе кафедры создана научно-производственная лаборатория «Прогресс» для привлечения дополнительных средств для развития учебной и научной деятельности кафедры. Руководителем лаборатории является Айлана Сандан. В перспективном плане кафедрой ОИД планируется открытие магистерских программ «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника» и новых лабораторий для обеспечения учебной и научной деятельности.
Кафедра городское хозяйство основана в 2003 году. Первый выпуск был по специальности городское строительство и хозяйство. Состоялся в 2006 году в количестве 20 человек. Становление, развитие кафедры, образовательной программы и методического обеспечения специальности связано с именами профессора Бориса Карасала, доцентов Светланы Исая, Елены Середкиной, Алены Косадак, старших преподавателей Чинчи Кулар, Ирины Карасал, Ураны Савы, Джумбера Хвичия. Со дня основания кафедрой заведует кандидат наук, доцент Дадар Алданкыз Хунаевна. С 2008 года кафедра ведет подготовку специалистов по ускоренной форме обучения на базе среднего специального образования. С 2011 года начата подготовка по направлению строительства, профиль городское строительство и хозяйство, с присвоением квалификации бакалавр. С 2018 года кафедра ведет подготовку бакалавров на профиле экспертизы управления недвижимостью, а также магистр по программе энергоэффективность и энергосбережение в зданиях, направление подготовки строительства. Основное научное направление кафедры – это энергоресурсосберегающее проектирование, строительство и эксплуатация зданий, сооружений и инженерных систем в сложных природно-климатических условиях, в частности по прогнозированию продолжительности выполнения энергоресурсосберегающих строительных процессов на основе феноменологической модели, инженерная подготовка территорий, комплексное благоустройство и озеленение рекреационных зон. В 2012 году преподаватели кафедры под руководством Алданкыз Хунаевны Дадар, разработав образовательную программу энергосбережения и энергоэффективность в строительстве, ЖКХ и промышленности, стали победителями президентской программы повышения квалификации инженерных кадров. 27 мая 2014 года по решению ученого совета Тувинского государственного университета на базе двух кафедр строительно-дорожные машины и оборудование и автомобильный транспорт заведующей кафедрой была избрана кандидат технических наук Шавыра Чичек Деспиоловна. Кафедра автомобильный транспорт была открыта в 1977 году. Первым заведующим кафедрой был назначен кандидат технических наук Михаил Георгиевич Соколов. Кафедра строительно-дорожной машины и оборудования создана 1 сентября 2006 года. Первым заведующим кафедрой был избран кандидат технических наук, доцент Сулдыс Чимбаевич Мангуш. 27 февраля 2019 года заведующим кафедрой выбран кандидат технических наук, доцент Чодо Остап Андреевич. В разное время на кафедре работали и работают кандидаты наук, доценты Трояков Афанасий Николаевич, Черноусов Владимир Николаевич, Будагичеев Владимир Будагичеевич, Дандын Сергей Иванович и другие. С момента создания преподавателями кафедры разработаны более 20 учебных и учебно-методических пособий, 2 монографии. Научные работы выполнялись в рамках 7 грантов, 1 авторское свидетельство, 3 патента на изобретение, 2 решения о выдаче патента на полезную модель. В перспективе открытие магистратуры и аспирантуры по технике и технологии наземного транспорта, а также развитие учебно-производственного центра «Политехник», открытие автошколы и центра мониторинга ГСМ. В 2013 году по приказу ректора была создана кафедра горного дела. Открытие новой кафедры было связано с острой нехваткой высококвалифицированных кадров в горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности Республики Тыва. Со дня открытия горной специальности при инженерно-техническом факультете преподавателями стали кандидат технических наук, доцент Алданкыз Хунаевна Дадар, старший преподаватель Чинчи Шааловна Кулар. В настоящее время на кафедре трудятся преподаватели с соответствующим опытом, учеными степенями и званиями: Владимир Ильич, Остап Андреевич, Руслан Николаевич, Эмиль Разолович, Наля Чеховна, Волча Орлановна, Эрнедаш Васильевич и другие представители крупных горнодобывающих компаний и ведомственных организаций республики. Для проведения учебных занятий и выполнения научных исследований кафедра имеет необходимую материально-техническую базу и оснащена специальными лекционными и лабораторными аудиториями. Студенты кафедры являются победителями грантов и призерами различных всероссийских и международных научно-практических конференций. С 2017 года кафедра выпустила более 60 инженеров-горняков. Выпускники кафедры успешно работают в крупных горнодобывающих предприятиях и ведомственных организациях Республики Тыва. Без большой библиотеки нету большого университета. С открытием в Кызыле филиала Красноярского политехнического института в феврале 1974 года начала создаваться и библиотека. Были выделены средства на оборудование и приобретение литературы. Основателем и создателем первой технической библиотеки стала Любовь Сергеевна Мякиша. Начальный книжный фонд – чуть больше 1000 экземпляров. Ежегодно библиотека получает 80 наименований периодических изданий. В настоящее время фонд насчитывает около 100 тысяч экземпляров книг. И сейчас в библиотеке работают не менее талантливые, инициативные и преданные своему делу сотрудники.
5 лет существования наш факультет проделал долгий путь. От Козылского филиала Красноярского политехнического института до инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. В этот 2018-2019 учебный год посвящен 45-летнему юбилею нашего факультета. Все мероприятия ознаменованы данному юбилею. Уважаемые ветераны, коллеги, выпускники, студенты и гости нашего факультета. Поздравляю вас с 45-летним юбилеем нашего факультета. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и творческих успехов в вашей работе. Открытие высшего технического учебного заведения явилось большим событием в жизни республики. Сейчас, окидывая взглядом 45-летний отрезок времени, видишь, с какими трудностями и решениями сталкивались мы в осуществлении образовательных процессов. Вместе с тем, встречаясь с выпускниками, теперь руководителями высокого ранга, приходит понимание от того, что годы становления факультета и жизнь, отданная на это, прожиты не зря.